Всем привет! Сегодня мы сделаем вот такой вот куб, то есть посмотрим, что такое сетка, поля, привязка. Так, также поработаем еще в растровом режиме, то есть сделаем вот такой вот узор. Так, и да, в Affinity очень сложно сделать как бы куб, трехмерные рисунки, но их можно делать, и я покажу, как их делать, да? Так, давайте начнем, создаем. Так, давайте в предустановках сделаем квадрат. Почему? Вот сейчас объясню, чтобы было проще работать, да? Там можно указать. Так, в представлении сперва сделаем стороны нашего куба, да, с помощью растрового режима. Так, заходим в представление, показать сетку и делаем так. Включаем вот привязку магнитик, да, наверху. Так, и выбираем привязать к сетке. Привязать к сетке базовых линий, да, если они у вас без галочки стоят, тогда лучше включить их, чтобы у нас курсор вот каждой сеточки, получается, прикреплялся, да? Так будет удобнее работать. И выделяем всю нашу область, делаем квадрат сторонами 200 на 200, да, миллиметров. Так, вот здесь можете посмотреть, и вот у нас получается выходят и горизонтальные линии выделяются, и вертикальные, да. К любой сетке, вот каждому квадратику у нас получается каждой сеточке привязывается. Если мы уберем, например, привязку к сетке, да, и базовых линий, тогда у нас курсор будет, он получается не привязывается, видите, ничего не выходит, но он должен так привязываться вот к краям. Но вот к сетке у него привязки нет. Поэтому включаем вот привязку к сетке, к базовым линиям. Ну, базовые еще можете оставить, чтобы он не так, чтобы удобнее было. Ой. И мы увеличиваем наш квадрат. Полностью его закрашиваем. Так, давайте цвет выберу темный. Так, темно-синий. Так, это у нас сторона квадрата. Так, теперь переходим в растровый режим. В растровом режиме у нас кисточка может рисовать симметричные линии, тем самым мы делаем красивые узоры, да? Выбираем симметрию, вот у нас вышла горизонтальная линия, ровно посередине, поэтому я и сделала квадрат. Если у нас был бы прямоугольник, там было бы неровно, поэтому, ну и в принципе там размер у А4 как бы не круглые числа, поэтому я взяла 200 на 200. Так, теперь симметрию у нас стоит одна, выбираем несколько, тогда у нас вот выходит несколько звеньев, да? У нас получается квадрат разделился на 12 частей. С этой стороны и с этой стороны выбираем зеркальное отражение, да? Иначе как бы если у вас будет не без зеркального, он будет отражаться вот таким образом. Сейчас выберу какую-нибудь кисть. Кисть можете выбирать любую, какая вам по душе, как бы, да, и какая у вас, вам кажется, будет красиво смотреться. Я до этого выбирала, получается, так, можно в маркерами, да, например. Ширину давайте немножко уменьшим. Прозрачность, поток, немножко прибавим. Теперь выбираем нашу кисточку, цвет выбираем так,
вот выбираете цвет, выделяете тот, который стоит снизу, да, если у вас круговая диаграмма, так, и цвет делаем либо белый, либо серый, да, чтобы печатался, и начинаем рисовать. Так. И у вас получается повторяет ваши движения кисть, и таким образом у вас выходят вот такие вот узоры, да? Симметричные. Вот такая вот красота у нас выходит. Можно ее заполнять бесконечно много раз, да, как бы, в принципе. Вот. Это у нас если без зеркального отражения, да, симметрия у нас... Ой, так. Я вам хотела именно разницу показать. Так, сейчас можно, получается, зайти в историю. Снизу, да, получается, правого угла. Снизу правого угла можно, получается, настроить заливку. Переходим туда. И симметрию давайте покажу только один. И когда я, например, ой, так, ничего двигать не надо. Так, чтобы она была у меня ровная. Так. Сложность в том, что вот эта линия, она у нас не привязывается как бы к сетке, и поэтому я не знаю, ровно выйдет она или нет. Если я просто симметрию беру, потом добавлю, нет, она уже повернулась. Давайте стараюсь ровно сделать. Так, и теперь рисую. Вот, она у нас не зеркально отражается, а просто как бы повторяет движение, да. Если мы выберем зеркально, ну как бы вы знаете, да, что зеркальная она отражается ровно. И здесь, если зеркальное сделать, то можно рисовать, например, бабочку. Так, можно рисовать бабочку. Ну, что-то такое, как бы, да, в принципе, можно рисовать. Рисовать здесь, взять. Вот, зеркальная. Так, теперь давайте сделаем наш красивый узор. Симметрию, кстати, сделаем побольше. Выберем фиксацию нашей вот средней линии. Поэтому, если вы, получается, заходите и сразу делаете, сразу фиксируете вашу среднюю линию, чтобы не перепутать, чтобы она у нас ровно легла, да, как бы. Так, переходим, симметрия. Теперь выберу кисть какую-нибудь красивую. Тот, который у меня до этого был, гравировки. Давайте вот такую выберу гравировку. Пиксели снижаю. И где угодно начинаю рисовать. Вообще что угодно можно рисовать. Выходит вот такой вот красивый узор. Можете сделать какие-то вот такие разные незамысловатые рисунки, узоры, да, например,
Можете придумать дизайн ловца основ, что-нибудь такое, да? Дизайн не понадобится. Так, сильно много рисовать не буду. Так, теперь вот я сделала себе сторону куба. Теперь перехожу в режим дизайнера, да, векторный режим. Так, и копирую наш квадрат. Ой, так, я, получается, скопировала этот пиксельный слой. Мне надо полностью квадрат. Угу. 3 стороны квадрата. Так, выделяю все вместе и уменьшаю размер. Так как у нас стоит привязка, как бы вы можете видеть, я его уменьшила в 4 раза. Так, теперь заходим в представление. Теперь будем делать куб, да? Вот, это у нас будут сторонами квадрата. Заходим в представление. Так, диспетчер сеток и осей. Расширенный режим. Заходим в расширенный режим, пишем равномерное, показать маркер редактирования. Это вот у нас, если мы уберем здесь, вот маркеры пропали, вот маркеры можно передвигать. Так. Маркеры мы можем передвинуть. Вот так. Стандартно выбираем двухосевая пользовательская, создать набор плоскостей. И вот тогда у нас получается так, 3 стороны должны быть выявлены. Так, сейчас. Делим 4, давайте сделаем. Так. Так, теперь мы можем, вот, зашла в куб и, получается, поменяла вот направление куба, чтобы было видно все 3 стороны, да, как бы, чтобы видеть. Заходим в расширенный режим. Теперь, например, верхний слой, выбираем один из наших квадратов. Да, у нас их 3. Выделяем его и подгоняем под плоскость. Вот. Верхний, да. Так, верхний делаем. Потом левая сторона. Выбираем другой квадрат и подгоняем под плоскость. Так как мы включили, получается, вот привязку, она должна привязываться вот к своей выделенной, ну вот, фигурам, да, друг к другу. И теперь последнюю тоже вот выбираем третью сторону и подгоняем под плоскость. И вот. Все. Так, выделяем все наши 3 объекта. Как выделяем? И если вы выделяете вот вкладки слои, тогда нажимаете Shift и вот все 3 сразу. Первую и последнюю. Тогда все 3 сразу подгоняются. Ну, выделяются, то есть. Так. Маркеры. Ровно. Угу. Теперь давайте приблизим. И как, чтобы у нас ровно было. Вот. Подгоняем. Снизу смотрим.
здесь края ровные. Так, теперь мы вот сделали куб. Давайте эту сторону немножко затемним, чтобы выделить. А верхнюю, наоборот, сделаем более светлой, чтобы было видно, что это у нас куб. Так, надо ее немножко затемнить еще. Вот, и мы сделали куб. Таким образом, да, через представление вы можете сделать трехмерные рисунки, но в основном куб. Ой, так. Можете их все, получается, сгруппировать, чтобы, если двигать, то в основном все вместе, и привязать, чтобы было вообще нельзя было их передвинуть, либо убрать, и когда будете передвигать, оно у вас будет передвигаться вместе. Но все вместе будут передвигаться, в основном, когда выделяете, да, на листе. Вот таким образом, да, мы сегодня, получается, посмотрели, что у нас есть симметрия, то есть вы можете рисовать симметричные рисунки. Так, и сделали трехмерный рисунок. Можете пользоваться, можете делать вот такие вот кубические, из кубиков, например, рисунки какие-нибудь, да. Можете его, получается, вот, сгруппированный объект тоже опять скопировать и ставить, и вот можете друг на друга еще один сюда поставить, да, то есть можете вот так вот поиграть, ну то есть использовать для вашего дизайн-макета. Когда уменьшаете, зажимаете Shift, чтобы пропорции сохранялись. Но когда уменьшаете, да, в принципе, вообще можете. Вот у вас, например, можете это использовать. Все, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока.